Ну что, порядненько разбирать завершающую часть. Что здесь получается? Что у нас посмыслов? Набор слов у нас есть. Ну, это уже это положительно. Да. Это положительно. И что же получается из этого набора слов, да? Что же, да, Бесполезно. бесполезных, ненужных листьев слов. Так, что такое листья слова? Это метафора. Есть такой поэтический троп. Ворох. Что? Ворох слов. Да какая разница, просто листья. Листья. Дело в том, что когда у нас есть дерево, на дереве есть листья, а есть плоды. Вот листья там то, что не нужно, а плоды то, что нужно. И листья, они прикрывают эти плоды. И вот тут здесь говорится гуме, циги, лома, ни. То есть ни здесь можно в принципе убрать, лома это что? Здесь есть, есть несколько приемов, есть специальный такой текст, называется кайга дарша. То есть зерцало поэтики, где разбираются разные приемы поэтические. И вот есть такое, видите, он с родительным падежом. То есть это листья чего? Это листья слов. То есть имеется в виду здесь листья уподобляются словам. И говорится, что вот листья слов каких ненужных. И дальше что говорится? Пам-пом как перевели вы? Куча, да. Куча, ну то есть это не ворох, потому что они все еще на дереве. То есть это какая-то большая масса ненужных слов. А йова что такое? Движущиеся, то есть шелестящие или движущиеся, или колеблющиеся, развивающиеся в конце концов. Йове, ве это у нас какой падеж будет? Орудный, то есть вот этим вот, и что получается в конечном итоге? Здесь у нас орудный падеж к чему? Йове, мадимчин, да. То есть у нас здесь получается йове мадимчин. Но здесь вот на самом деле немножко странно получается, потому что должно быть лома, подлежащая у нас. А здесь вот у нас, смотрите, орудный падеж к чему? Кёва. Да, колебания. Но на самом деле колебания ничего прикрывать, наверное, не может, как бы, или может? То есть здесь получается гуме циге ломани пампум йове мадипшин. То есть здесь вот что-то у нас опущено. У нас между этим пампум и йова что-то опущено. Мадипшинс. Дипа что у нас значит? Здесь гибу пропущено у нас. Я пропустил гибу. Здесь не скрытые лучше. Не то, что затемненные, не скрытые. Мадипшинс. Какая-то форма глагола? То есть смысл получается гуме циге ломани пампум йове. То есть вот эти вот, здесь говорится что? То есть вот эти вот ненужные слова, вот эти листья ненужных слов, привет. Вот эти вот листья ненужных слов, что они? Пампум йова. Которые что у нас? Пампум, которые вот эта вот куча или вот эта вот масса этих йова, движущихся листьев, йове, вот этой вот массой мадипшин. То есть не скрытые. Что не скрытые? И сейчас у нас дальше будет объясняться. Здесь нам надо что-то сделать. Гуме циге ломани пампум йове.
То есть здесь вот под пампум подразумеваются эти же самые листья. Здесь вот понятно, да? Нет? Понятно? Я открою окошко, здесь душно. Получается, гуми циги, ломани, пампум, еве матипшинс. То есть все-таки получается, что вот этим вот йова, шевелением этих, движением этих листьев. Потому что никак не получается, по-другому свяжите, вот смотрите. Гуме, циги, ломани. То есть здесь вот у нас лума, главное слово. Дальше здесь вот пампун ни, видите, здесь указывается ни. Что же вот до этих листьев, то их у нас пампун, у нас у них масса какая-то. И вот этот вот пампун, вот эта вот масса, йова. Они колеблются. Да, то есть вот это колебание, скорее всего. Вот это вот колебание этих листьев, этой массы листьев в мадипшине, не скрытой. Как-то так должно получаться. Написали? То есть имеется в виду, здесь будет сейчас говориться, что слова это листья, а что тогда будут плоды? Смысл. И вот здесь говорится, что не сокрытые, так сказать, этой массой пампун йова. Если было наоборот, это было бы определение йови пампун, то есть движущаяся масса. А здесь пампун йова, то есть это движение массы. Здесь не вывернешь, если так вот взять правильно по тексту. То есть если делаешь литературный перевод, можно немножко переврать текст. То есть можно сделать, что не движением массы, а движущаяся масса. То есть можно переврать. Но если взять буквально, как здесь написано, здесь получается пампун йова, то есть движением массы. Или колыханием, колеблением этой массы. Ну, давайте одно предложение переведем. Давайте свяжем просто с предыдущим. Здесь у нас в предыдущих двух строчках в первом говорилось гоме. Здесь, в этой строке, первое слово какое? Гоме. Гоме как? Не как переводится? Необходимо, то есть это гоме дын. Все это вот относится к дын. Там было гоме, цик, ненужные слова, а здесь гоме дын. То есть вот это вот и вот это относится. Го это необходимость, нужный, не это определенно. То есть определенно необходимый смысл. И здесь опять у нас, видите, там было у нас циги лома было, а здесь донги дживу. То есть здесь та же самая у нас метафора используется. То есть здесь вот донги дживу, то есть плод, он и есть смысл. То есть листья у нас не закрывают, ненужные листья у нас не закрывают здесь что? Да, то есть не закрыты ненужными листьями. Плод определенно нужного смысла, дживу чок, наивысший, видите? То есть это вот первые три строки. И что он дальше говорит? Написали? Что не поняли? Так, да, вот эта вот фраза, она целиком получит как результат, да? Дживу результат. Да, дживу это результат. А вот это, конечно, Так, смотрите на первое предложение. С первым предложением, если все понятно, со вторым должно быть тоже. Не со вторым, а с третьим тоже должно быть все понятно. Там было гоме цигелома. А здесь гоме доги дживу. Параллель видите? Не видите. Что непонятно здесь? По словам, что непонятно здесь? Что связать не можете? Ну вот это связано вот эти два слова, я здесь не понимаю, что в результате получается.
То есть это намеренно. Смотрите, я еще раз скажу, это поэтический прием. То есть как он используется? Он может быть с родительным падежом, может быть без родительного падежа. То есть вьюнок руки твоей, ствол тела моего. Вот это слышите? Угу. Вьюнок руки. Падеж есть здесь родительный? Угу. Где он здесь? Ну, каучук. То есть, нет, здесь падительным. Хорошо, рука, вьюнок, рука твоя, вьюнок и так далее. Обвила, я не знаю, ногу Ахиллеса, неважно. Соседи. То есть здесь вот здесь вот без родительного падежа. Рука, вьюнок. Здесь у нас что? Смысл, плод. Да. Это понятно. А бывает через родительный падеж, вот как здесь. А, Руки твоей вьюнок, понятно? И здесь вот смысла плод. Непонятно. Рука в венок это будет подлежащее и сказуемое, чисто технически. Рука есть венок. Это сложное. Ну, там пропущен вот этот. Тире ставится. Рука, тире, венок. и вот это как Можно через дефис. Почему? Зачем через дефис? Можно через дефис. Нет, это предложение будет рука. и Нет, нет, нет. Ну, с точки зрения русского языка. Я не имею в виду. Быть производитель. Вы будете писать А через... это разное. Вот, это то же Нет, самое. нет, нет, это то же самое. Бес, ну пойми, честное слово. Я Слушайте, я не собираюсь с вами спорить, это одно и то же. Производитель это термин, Здесь- а рука, венок это предложение. Здесь мы не говорим, что рука это венок вот таким Мы вот не образом. говорим. Это, ну, когда вы... Слушайте, Далай-лама, Вы давайте не будем ручкой спорить. и палочкой перечеркните. Давайте не будем спорить. Да, давайте обойдемся вот без этого, хорошо? Почему же обойдемся? Ну, потому что, честно признаюсь, мне это не интересно сейчас, вот на данный конкретный момент мне это не интересно. Гуне дунги джубучок. Понятно вам? Смысл здесь понятен? Непонятен, я чувствую. Что? Да, почему смысл плод, когда получается, ну, повод. К нему слева идет родительная поддержка. Соответственно, Правильно. соответственно, он является уже описанием. Но это же получается как бы... В смысле, определение хотите сказать? Определение. Нет, не является определением. Вот это вот мне как-то... не нравится. Я знаю, мало. Стихи надо побольше читать. Ну, я не знаю, что я не могу объяснить это по-другому. Здесь, смотрите, вот если бы это было уподобление, то здесь было бы смысл подобный чему? Плоду. Здесь не уподобляют. Здесь просто говорят, что смысла плод. Да, и соответственно... Ну, плод смысла, ну какая разница? Чем озабочен? Ну, потому что если это как родительная поддержка, то по одному. Ну, об этом думаю. Здравствуйте. Короче говоря, если читать на ночь стихи Державина, проблем не будет. Здравствуйте. Вот такая же примерно. А вам, наверное, туда. Вы, наверное... Державина. Я просто с вами хотела поздороваться. Здравствуйте. Спасибо, здравствуйте. Здравствуйте. Я из Краснодара. Понятно. Здравствуйте. Вы у нас были в гостях. Да, я помню. Да. Это все интересно из-за вас именно. Спасибо. Это смысл. Вера, скажи просто по-русски. Я уже перевел, да боже ж мой. Что-то вы сегодня прям, я не пойму. Что-то... Нет, дело в том, что в каждую пятницу вы, как в песне. То есть каждую пятницу вам прям тяжело у нас идет. Я смотрю, так это видимо, нормально. Это неделя рабочая сказывается на всех. Да, конечно. Все валится из дров, видите? Ну просто вам надо сейчас поверить, не запомнить, а потом вкурить, как говорится. Потому что не вижу, как я здесь могу еще понять, помочь. Вот дэн это смысл. Есть родительный падеж, это результат. То есть смысл и есть результат. Здесь смысл принимает форму результата. Он даже не уподобляется. Необходим смысл. Не скрывает это. Листья не скрывают необходимые плоды. То есть здесь две параллели. Листья не скрывают плоды, Да, здесь ненужные слова не скрывают смысл. Это понятно? да, это понятно. Вот это, вот это самое главное. Это самое главное. Все? Да. Со сложными сказуемыми будем разбираться потом. Именное это у нас сказуемое, неименное это у нас сказуемое. Главное, обязательно по русскому языку.
давайте, здесь не поместится у меня. Или поместится, давайте попробуем поместить, давайте я помещу все-таки. Вместим здесь это все как-нибудь. Вдруг любит. Сельде легче. Вот жалко, что у нас не помещается сразу. Давайте распишем по словам, разберем весь этот текст и потом по бумажке прям прочитаем его здесь. Потому что здесь надо прочесть вот эти вот все строчки вместе. Хорошо? Ро, что это у нас? Рогя. 100 вкусов. 100 вкусов. А роге чуден, что это такое? Эссенция, сок от 100 вкусов. Извлечение. Самая суть. А ден тогда к чему? Ден как переводится у нас? Я так понимаю, основание. Имеется. Имеется. А чуден? Основа. Имеющиеся. Нет, чуден как переводится? Это не может переводиться как имеющийся, это имеющий. Имеющий? Да. Вот кто-то что-то имеющий, ден. Вот перед ним что имеющий? Вот какой-то бездействие. То есть, ну, здесь чу можно перевести как угодно. Можно перевести и эссенция, и суть, и сущность, и так далее. Роге чуден. Вот кто это у нас, роге чуден? А дальше еще лучший дерево, согнутое под тяжестью листьев. Это перевод, который обычно дается в английских словарях. Юрсова это значит, что не дерево согнувшееся, а просто зрелые плоды. Вот Это где зрелые плоды? Юрса, Покажите мне зрелые плоды. Да, вы не нашли, да? Нет, я не нашла, у меня другой. Вот имеющий. То есть это вот очень, как здесь дается в словаре, очень зрелые плоды или полностью созревшие. То есть, а дерево, согнувшееся под весом, это английский перевод. И это английский перевод, скорее всего, он был дан прямо из этого текста. То есть, иногда вы можете заметить, в некоторых словарях англоязычных, у них иногда смысл дается, он прям подстроен под одну отдельную взятую строчку из перевода какого-то. И вот они используют это слово прямо оттуда. А буквально юрсова, это значит полностью созревший, совершенно созревший. Полностью созревший. Покажите на карте, пожалуйста. Юрсова. Вот это, да, полностью созревший. Да. А у меня какая-то получилась. А ёг как переводится? Смотри, как спать. Да, да. Где спать? Да спать в словаре Да не написано. может А где такого. здесь? Да не, как запросто в словаре. Вот это нет, надо было вместе говорить, юрсова. А, Ну просто у нас здесь, если мы говорим про плоды, как-то было бы странно, если бы они были спящие. И здесь смотрите, роге чуден. То есть кто у нас здесь обладает 100 видами вкуса? Плоды, слава Богу. Плоды какие? Наивысшие плоды, которые у нас обладают 100. И смотрите, и юрсове. Вот эти вот плоды, они какие? Юрсова. Полностью созревшие. И здесь смотрите, родительный падеж. То есть вот этих вот полностью созревших плодов, которые обладают эссенцией или сутью 100 видов вкусов, то есть всей возможной палитры вкусов. То есть здесь дальше сельде. Сельде что это такое? Проясняющий. Проясняющий. Сельде и дальше смотрите, лекше. Лекше что это такое? Это прекрасно, как у нас там мы тогда переводили, это прекрасные высказывания. Хорошо. Или прекрасные объяснения, переводят как угодно, там 100 переводов. Здесь каждый раз необходимо отталкиваться от контекста, что это у нас должно значить. И дальше лекше, и дальше джомба ди. Вот, слава Богу, мы дошли. Джомба это что это у нас? Дерево. В данном случае какое это дерево? Дерево вот этого текста. У нас текст как называется? Лекше джомбан. То есть владыка деревьев. И вот это вот дерево, оно и есть, собственно, лекше джомпа. То есть здесь, вот видите, у нас было в прошлый раз ван написано, а здесь просто па вставили. Джомпа.
То есть не владыка деревьев, а здесь просто дерево. Вот это вот дерево. И здесь вот все это предыдущее просто было, просто надо читать одним предложением. То есть давайте посмотрим, как получается. Если мы возьмем вот это четверостишее, даже не четверостишее, здесь 5 строк у нас. И смотрите, здесь говорится, начнем с самого конца. Следите за мной. Как с конца? С какого? Ну, дерево. Да, боже мой, ну прошли мы 5 строк. 5 строк прошли с конца 5 строки. 4-5. Боже ж мой, ребята, давайте проснемся, я здесь могу окно открыть. Нет, у нас просто больше строк, поэтому нам Да, понять, с какого конца. Короче говоря, это дерево, от которого она Слушайте, общается. давайте отменим по пятницам занятия. Это нервотрепка. Нет, 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 спокойствие главное. Я только что начал понимать, что вы говорите отменим. Нет, Это только начало вашей карьеры, вам еще лет 30 мучиться, блин, куда вы так торопитесь? Какой кошмар, какой кошмар. Я тоже так думала 10 лет назад, но народ проясняться наконец начал. Так, где ваша распечатка? У всех есть распечатка? Нет распечаток у всех. Ручная работа. Списано. Все, понял. Понял, начинаем со слова «ди», со слова «это». Поехали, пойдем в обратном порядке. Смотрите, это дерево прекрасных высказываний, которое проясняет смысл. Здесь вот видите, проясняет что? Проясняет смысл, который здесь употребляется совершенно созревшим результатом, наилучшим результатом, нет, наилучшим плодам, результатом, наилучшим плодам, обладающим 100 видами вкуса, то есть обладающим сутью 100 видов вкусов, и которые что? Результат плодов чего? Плодов обходимого смысла, не сокрытого этой массой движущихся ненужных листьев. Вот это вот приблизительно то, что он здесь пытался сказать. Вы хотите сказать, что надо всегда начинать... И это дерево что? Это дерево, оно что? Оно является тем, что проясняет. То есть у нас есть ненужные листья, у нас есть плоды. Это дерево, которое проясняет плоды. Чушь получается совершенно. Ну то есть, если на нашем дереве есть и листья, есть плоды, то как у нас там дерево проясняет плоды, это другой вопрос. Но вот здесь оно так вот подавляет. Видите? Понятно. Сельджи лекше джумбади. То есть здесь лекше джумба, это на самом деле надо понимать не как вот то самое дерево, на котором есть эти плоды, а как этот текст лекше джумба, то есть вот этот текст лекше джумба. То есть этот текст древо прекрасных высказываний, потому что иначе получается не очень красиво. Само дерево, на котором висят и листья, и плоды, проясняет свои собственные плоды, что-то как-то слишком круто пошло. То есть лекше джумба, вот это дерево прекрасных высказываний, оно является просто, это вот как назвать, вот оно. Которое проясняет смысл. Да, вот этот текст, он проясняет смысл этих плодов, которые есть, собственно, смысл, и которые не закрыты или не сокрыты, так скажем, ненужными листьями слов. Так понятно, да? Ну да. Чуть-чуть загнул. Но вот у них, смотрите, в тибетском языке, если вы ничего-то не понимаете, хотите разобраться и чего-то видите трудновато, надо всегда начинать с конца. Да вот я поняла это. Так это мы еще не закончили. То есть он сейчас сказал, что вот это дерево. То есть он написал это дерево, то есть описал это лекше джумба, то есть этот текст, у нас там, сейчас секунду, давайте посмотрим, потому что здесь он написал джумба, а есть ведь, наверное, и другой вариант. Ну бывает, конечно, трудно идет что-то, люди не сразу могут что-то понять, и иногда прям тяжело идет, прям сегодня что-то у нас как-то... По пятницам серьезно, гораздо тяжелее, чем по вторникам. Я представляю, что было по воскресенью. Часов в 11. Давайте по воскресенью в 11 собираться. Нет, мы еще спим. На тибетским 12. А в 11 сюда, давайте, а в 12 туда. Успеете. Мне нужен запас времени. Это сказано абсолютно серьезно. Да, можно попасть. Нас только в 10 Нет, девушка. Я ее представляю себе, что знаете, что здесь будет? Здесь будет смертоубийство. В 10 воскресенье. А здесь будет тишина и покой, не переживайте. Да. Никого тут не будет, кроме нас. Почему? Что он здесь будет? Он издевается и тоже не будет. Вот, конечно, в день сошествия я буду лучше к нему вместо цога делать тибетскую. Вот здесь видите, смотрите.
Здесь есть два различения, есть два разных текста. Здесь вот, например, в другом тексте написано, здесь видите, сельдей легче, чем поди. А в другом тексте я сотру первую строку, смотрите, здесь он, в другом тексте он пишет эту строчку немножко по-другому. Это вот то, как бывает у тибетских авторов, у них постоянно это случается. Один и тот же текст в разных местах пишется по-разному. Сейчас я объясню и дам пример, наверное. А вот он здесь пишет, смотрите. Сейчас сравним даже строки. Здесь видите? Лекше джомпе вамподи. Здесь уже точно указывается на текст. То есть здесь не надо это дерево втаскивать в пример, иначе получается белиберда какая-то. Здесь лекше джомпе вампо, это надо оставить как дерево, как дерево, как название текста. Лекше джомпа это у нас что? Дерево. А вампо вот у нас, видите, владыка. Владыка деревьев, то есть прекрасные высказывания или прекрасные объяснения владыка деревьев, вот это вот. Оно и есть то, что проясняет смысл, не сокрытый листьями. Вот вкратце вот он. Я надеюсь, это понятно. Нет, непонятно написание букв абсолютно. Вот этот неудачный полностью. Хорошо. Я вот это... Я думал, вы хотите сказать, неудачно написали. Нет. Спасибо, неудачно написали. Фломастер совершенно не... Да, он такой светловатый, да, но... Понимаю. Вот эту букву вообще не говорю. После па, которая вот эта буква, что такое? Да Нет, и... вот первая строка. Нет, первая. Вот это же. Это ща такая. Лекше, да, прекрасное высказывание. Я думаю, да, надо мне еще лет 6-7 вести тибетский, я достигну, наверное, 6-й бури. Да. Или ну, минимум 5-й. У меня будет терпение, я думаю, такое. Явно будет на работе. Либо у вас будет. Еще терпение. надо группу подростков взять, ну вообще тогда. Слушайте, с группой подростков я слишком быстро достигну пробуждения. Да. Прям долечу до 10-й земли. Вы же так нельзя быстро. Мы же все-таки буддисты, надо же остаться в самом Люди пострадают, он уйдет, кто будет это? С группой подростков, тибетский язык. Нет, Я даже не представляю, как их придется сюда затаскивать. Вы представляете себе? Подростки, тибетский язык. Я не знаю, это без насилия, либо деньги, либо насилие. Либо очень большие деньги. У меня таких денег нет. Вы что, представляете, сколько им придется платить? Еще по воскресеньям в 10, да? Подростки по воскресеньям в 10 тибетский язык. Пообещать богатым родителям, что год и мальчик станет нормальным. Да, слушайте, И вам будут платить это будет обман. хорошие деньги. И будут сами привозить на машине. Связано. Все. У нас был случай. Дело в том, что, знаете, был такой дядечка Гоенко. У него отличные центры в Индии, по всему миру точнее, он преподавал курс випашьяны, то есть у них называли это випассана, у них бирманская традиция. И как-то я вот сидел такой курс 10-дневный, и во время на этом курсе присутствовал мальчик лет 12, может быть 14, не знаю, был подросток. Не хотел ребенок медитировать совершенно, там же надо сидеть, там надо по многу сидеть и медитировать, ребенок не хотел. В конце концов, к нему подходит инструктор и говорит: что ты, милок, здесь делаешь? Зачем ты здесь? А он не хочет, ребенок, это видно просто. Он говорит: папа прислал. И он уйти боится, то есть папа ему для того, чтобы, я так понимаю, чтобы тот ума набрался, отправил его на эту медитацию, а он выходит, вот как начинается сессия, выходит в коридор и там сидит. Сидит с какой-то фигней мается. И домой боится пойти. Тот ему говорит: ну так иди домой, зачем ты здесь маешься? Ну время на ветер, иди гуляй, там, играй. Он говорит: папа отправил, не могу домой пойти. Так самое смешное, что среди этих людей были взрослые, уже вполне осознанные люди, которые тоже вместе с этим мальчиком выскакивали в коридор и начинали гоготать. То есть гоготали от того, что инструктор выходил и говорил: ребята, ну зачем вы здесь? Во-первых, мы, когда начинается этот ретрит, все обещают не разговаривать. Вот он говорит: ну зачем вы здесь? Это же бесплатно, вы даже за это не платите, никто вас не заставляет. Никто вас не... Зачем вы здесь сидите, гогочете и мешаете другим медитировать?
Так они до Натальи типа разговаривали, что ли? Это Они просто- смеялись постоянно, то есть они о чем-то шутили, очень громко смеялись. Ну, то есть они разговаривали. Да, разговаривали вовсю. Ну, это как А то я думал, может там, знаешь, что-нибудь, приход какой-то, он пошел и первый шаг там, минут 10. Нет, они просто общались. Написали? То есть, видите, здесь у нас немножко разнятся тексты. Здесь говорится «сельдже лекше», а здесь у нас «сельдже» куда-то ушло, «лекше джомпе вампуди». Смысл один и тот же. И вот я хотел вам рассказать о том, что как бывает с текстами. Например, есть такой текст, называется «8 трудных моментов мадьямаки». Есть такой, про сангики мадьямаки. Не просто мадьямаки, а про сангики мадьямаки, который теоретически написал Лама Цунгкапа. Дело в том, что этот текст он хранится в 2 собраниях сочинениях у Ламы Цунгкапа и еще у Гялца Барибача. И эти 8 трудных моментов, они чуть-чуть отличаются в этих текстах. Я не знаю, как такое могло случиться. То есть то, что хранится у Гялца Барибача, чуть-чуть отличается от того, что хранится в Сумбуне, то есть в собрании сочинений Ламы Цунгкапа. Это немножко странно, но так бывает. Разные редакции по сегодня. Все? Написали? Стираю. То же самое происходит, знаете, мы говорили об этом, то же самое происходило и с Бодхисаттвой Аватар. То есть, если вы читали, а я надеюсь, кто-то читал биографию Шантидевы в предисловии, то есть там говорилось о том, что было несколько традиций Бодхисаттвы Аватара. И когда у Шантидевы спросили, которая из них верна, он сказал, что, если не ошибаюсь, центральная индийская вернее. У них отличалось количество шлок, то есть количество четверостишей. То есть так бывает, это вот как это происходит иногда. И сейчас мы допишем последние строки, и на этом мы полностью этот текст разберем. То есть мы, сколько у нас, 3, 6, 9 человек дошло до конца этого текста. Вы знаете, вот надо было бы, как в Дацане, которому исполнилось 100 лет, и вот они для столетия, в честь столетия, сделали медали. Надо было не пожалеть денег и сделать медали вам. Те, кто дошел. Мы прям на лоб будем ставить. Те, кто дожил. Звезду? Вы хотите, чтобы как Абалбоу не звезда? Конечно, и надпись, он дошел до конца. И я продолжу все по этому тексту, он у нас чуть-чуть отличается, но вот. Помните, о чем мы говорили? В последней строке мы говорили о чем? О владыке деревьев, которые есть. И вот здесь он говорит, что вот тот владыка деревьев, это дерево Джумба Кюнги Мампутес. То есть вот мы идем сейчас по первому тексту, то как у вас распечатано. Я просто привел вариант зеленым фломастером, я привел вариант из другого текста, но сейчас нам не нужен. Я просто хотел показать, что бывают разночтения, бывают разные варианты. И вот в том тексте, который мы сейчас с вами читаем, у нас говорилось, что вот это вот дерево, которое там проясняет и так далее, и вот оно, дерево вот это, кюнги вампутес, оно есть владыка. Вамбо помните у нас? Вамбо это владыка, помните, да? Вот это вот дерево, которое дерево прекрасных высказываний, оно есть владыка чего? Всех деревьев. И здесь что у нас стоит? Он еще не закончил. Он говорит, вот это дерево, оно владыка всех деревьев. И что же там еще, Боже ж мой? Хорошо, мы с вами не разбираем Тарджу. У нас есть 2 текста этого же автора. Сейчас я напишу его имя. Он написал комментарий на Лекшеджума. Не комментарий, а вот написал этот текст Лекшеджума. И еще написал текст, который называется Тарджу. Вот там, да, там бы пришлось нам... Не закончено по смыслу у нас предложение. Смотрите, видите, здесь вот хотя стоят 2 палочки, это еще ничего не значит. Что здесь написано? Янджин, Джупе, Дорджи, И. И это у вас какой падеж? Родительный. Что такое Янджин, Джупе, Дорджи? Это имя автора. А что оно значит? Можете перевести? Янджин, что это такое? Что?
Чем обладать? Ну, если не знаете чем, смотрите слова. Обладающий чем? Мнением или голосом? Голос, ну или мелодии. А как это будет на санскрите? А мы санскрит не изучали. М, Санскрит. Это же было домашнее задание. Неужели никто не посмотрел? Ну, можно, может, перейти как сладкозвучный или сладкоголосый, что ли? Сейчас, надо все-таки найти это слово, как оно на санскрите. Сейчас, я надеюсь, кто-нибудь это сделает. Сарасвати. Ура! Первая часть его имени это Сарасвати. Третья часть это что у нас? Ваджир. Ваджир Сарасвати. Между ними стоит что? Джуп это что такое? Джупа что это такое? Нет, не обладать. Здесь не может быть обладать. А посмотрите, джупа. Вдруг ты реализовывается. Реализовывать или достигать. Реализовать, то есть ваджир какой? Видите, там через открытый падеж. Янджен джупе дордже. То есть это ваджир. Джупа какой? Достигший или реализовавший что? Сарасвати. Это имя автора. Странное имя. Они все такие. Это получается какой-то Сарасвати Сидди или Сарасвати Сиддаваджа. Почему давали такие имена? То есть вот здесь вот, это, здесь вот видите, то есть вот это вот, этот владыка всех деревьев, это текст, который был составлен вот этим автором. И здесь вот он оставил родительный падеж, то есть что-то здесь еще будет продолжаться. И пока мы не продолжили, я хочу сказать, почему этого автора так звали. Дело в том, что, знаете, что грамматик санскритских несколько, слышали об этом, да? Есть так называемая Сарасват Вьякрана, или ее называют иногда Сарасвати, ну правильно, Сарасват, если уж на это пошло. Есть Калапа Вьякрана, есть Панини Вьякрана, и есть Чандра Вьякрана. То есть их, в Тибете было известно 4 традиции Вьякрана. Вьякрана это санскритская грамматика. Вот этих грамматических текстов или традиций в Тибете было известно 4. Их больше на самом деле в Индии. Но вот это вот 4 основные, которые были распространены в Индии, в Тибете. Панини Вьякрана, одна из самых старых, она была переведена гораздо позже, во времена 5-го, по-моему, Далай-ламы, если не ошибаюсь. Поэтому там такой сильной традиции не сложилось с именами, связанными с этой грамматикой. Те же, кто изучил эту грамматику, они получали от своего учителя имя, связанное с этой грамматикой. И вот Янджен, если присутствует имя, в мужском имени присутствует Янджен, Сарасвати, женское имя, это значит, что, скорее всего, человек изучил эту грамматику. Человек мог изучить все 3 грамматики, но очень часто отражалась только первая, которая была им изучена. Если он изучал другую какую-то грамматику, у него в имени могло присутствовать имя Дава. Не обязательно, но очень часто Дава, то есть Чандра. Если он изучил Калапа, то у него в имени могло присутствовать... Что это? Как это переводится? Донджук, посмотрите словари, что это такое Донджук? Это имя ушедшего Андрея Зотова. Нет, Андрея Зотова звали по-другому. Нет, он написал по-другому. У него было написано Донджук, это значит Амуга сидит. А это Донджук, это совершенно другое слово. Посмотрите, что это значит. Что это получается у нас? Эпитет, картики. Это Картикея. Картика или Картикея одно и то же. Донджук, сколько получается, как переводится это? Буквально, если перевести.
Дом это что такое? Джуг это что такое? 6. А дом? Лицо. Шестиликий. У картики говорится, что 6 ликов. Дон Джуг, он считается как бы покровителем, то есть тем, кто объяснил, впервые объяснил эту грамматику Дон Джуг, Калапа. И поэтому тот, кто изучил Калапу, у него в имени могло присутствовать Дон Джуг. Тот, кто изучил Сарасвати, там еще может быть присутствовать у тех, кто изучил Сарасват Вьякрану, могло в имени присутствовать Цансе. Цансе. Цан кто такой? Цан кто такой? Исе что такое? Это женщина. Что за женщина? Конечно, там у нас надо стирать, значит плохо видно, но давайте пока так уж запишем. Ух ты, у вас еще и Чандрадас есть. У меня все. У меня и большой есть. Ну большой, он, конечно, тяжелый. Сам Брахман. Брахман. Асе. Опять Сарасвати, да? Там 2 С, да? Ой, я сейчас это тоже объясню. Я не понимаю. Там рота есть или нет рота? Не вижу. А, вот это просто я не что-то подумала, что это. Ну, дитя. Дитя. А если женского пола? Дочь. Дочь Брахмы это и есть Сарасвати. Дело в том, что в индийской мифологии, индуистской скорее То есть Брахман мифологии, есть Сарасвати, да? да, Сарасвати это дочь Брахмы. Есть такое имя Цансе Щебе Дурджи. Дурджи это ваджар, Щеба это смеяться, Цансе это дочь Брахмы. Ваджар чего? Смеха Брахмы. Дочерь Брахмы, то есть ваджар смеха Сарасвати. То есть вот есть такие вот имена. Написали, да? То есть здесь вот, по всей видимости, я точно не могу сказать, но у меня такое впечатление, что не могло это имя появиться просто так. По всей видимости, это был очень, Янджин Джубедорджи был очень известный в Тибете ученый. То есть он составил очень много разных трудов, у него был не менее известный учитель. И вот у него вот этот текст один из самых известных, то есть его изучают везде. Причем интересно получается, в буддийской традиции изучают этот текст, в бонской у них есть своя грамматика. Но вот буддисты практически все изучают этот текст, потому что он короткий, он очень ясный, очень легкий. И дети его заучивают наизусть, то есть они помнят его наизусть. Причем я замечал, что учителя, которые заучивали его наизусть, все равно лет через 40 забывают постепенно. Написали, да? И давайте я сейчас сотру и допишу там последнюю строку. Я чувствую, и держа воздух, если было воскрес, и Википедию прочитал. От зависти. Особенно конец. Сейчас запихну. Ну, на самом деле, вы же понимаете, что оккультуренная поэзия в России появилась очень-очень поздно. По сравнению с этим, Индия, у нее культура гораздо-гораздо древнее. То есть они начали составлять специальные размеры и так далее для стихов очень рано. Уже в Ведах это было. Уже в Ведах у них были определенные ведические размеры, которыми записывали стихи. То есть у них очень древняя культура. Эти люди, на самом деле, в VI веке нашей эры уже предполагали, что Земля это шар, и что она вращается вокруг Солнца. Это оттуда, из Индии, взялся синус. Был такой Арья-Бхатта, который в свое время, в VI, если не ошибаюсь, веке, додумался, что такое синус. Это было переведено потом на арабский, с арабского было переведено на латынь и стало нашим известным синусом. То есть, Индия это, конечно, праматерь многих культур. И в Тибете тоже так получилось. Вот представьте себе, например, если мы сейчас поедем куда-то жить, неважно куда, мы отправляемся в какую-то страну и живем там, скажем, 20 лет. 20 лет, где бы вы ни жили, чем бы вы ни занимались, вы принесете из этой культуры только какую-то часть, какую-то толику. Вы не сможете охватить ее всю. Это просто невозможно. И когда вы возвращаетесь, вы принесете с собой только то, что вы видели, вы узнали, вы изучили.
И затем, если вы кому-то что-то объясняете, из того, что вы знаете, вы сможете донести людей только какую-то толику. Тот человек, который объясняет кому-то второму или третьему, объяснит еще меньше. А через 100 лет от того, что знал первый человек, который 20 лет прожил в Индии, из того, что объяснит, будет совершенно что-то другое. И люди уже не будут иметь представления о том, об этих индийских реалиях. А представляете, что через 100 лет будет? Называется Через 100 лет мы здесь сейчас живем в России, через 100 в Петербурге. Я представляю себе, что сейчас, в принципе, для многих довольно трудно представить, что здесь творилось в Петербурге 100 лет назад. То есть все реалии петербургской жизни 100 лет назад. Это не очень просто, это довольно сложно на самом деле. А то, что происходило в Тибете, представляете себе, с тех пор, как, например, жил Марпала Цава в XI веке, сейчас прошло 900 лет. И что там тибетцы сейчас представляют о том, что там было в Индии, это большой-большой вопрос. Точно так же, как и во многих других аспектах. То есть это то, что происходит в любой культуре. То есть, например, я понимаю, я сейчас договорю, и вы можете что-нибудь сказать. Это как трудно представлять себе, например, средневековую французскую культуру. То есть, не всегда. Да, и поэтому... Это мне, конечно... Можно сказать проще, это проблема истории. То, что мы знаем по истории, не существовало на самом деле. То есть основывается на каких-то мнениях и все. Нормально вообще. Вот здесь, смотрите, лачок. Давайте переведем. Начнем откуда? Откуда мы начнем? С конца, что ли? С конца. У меня просьба еще будет, Саш. Вот это вот сегодняшнее заключающее видео надо скомпоновать, что вот сколько у нас там получилось? 25 уроков или 26? 26, да? Вот эти 26 уроков должны быть скомпонованы отдельно, то есть их необходимо сделать отдельно как объяснение вот этого текста. То есть любой, кто захочет вспомнить или заново изучить, могут просто вот взять вот эту папку, 26 видео по 1,5 часа, что-то около того, и просто их пройти. Они... Нет, я имею в виду в какой-то отдельный раздел или в какую-то отдельную папку, я не знаю, как это делается. У меня же там отдельный есть плейлист, то есть где именно все уроки вместе собраны. Угу. Нет, я просто к тому, что дальше, если мы будем заниматься, надо, кстати, решить. Там так и называется, собственно. Мы перейдем... Тибетский язык был метро, и все уроки в одном месте. Да. А вот я к тому, что со следующего урока мы начнем заниматься переводом уже. То есть это будет немножко другое уже. Какое-то время мы позанимаемся чуть по переводам, совсем чуть-чуть. То есть к пятнице я скину текст, которым мы будем заниматься. Возьмем очень-очень простые, возьмем тексты, это, если не ошибаюсь, 5 класс тибетской школы. Прям будем чуть простые тексты. Надо тихонечко начать. Наши Таня громко плачет, переводит. Нет, это стихи у нас будет еще проще. Аз есим царь. Ну что, написали? То есть вот это заключительное видео и все, что было прежнего, надо в отдельный плейлист как-то, или я не знаю, чтобы это было. Это комментарий на Лечей Джуман. Ну просто на этом канале, на котором я выкладываю, там раздел просто плейлист надо открыть, и в плейлист отдельный тибетский язык, он существует, там все вместе. Понятно. А вот можно отдельный Там, плейлист в принципе, еще один сделать, чтобы были только вот Там, эти в вот... принципе, как все это? пронумеровано, очень ясно. Нет, просто так, чтобы не получилось, что следующая часть будет отдельно от Я предыдущей. другой плейлист сделал Вот, следующий. спасибо. Следующий плейлист, там, не знаю, можно озаглавить как перевод. Перевод. Да, перевод. Ну что, что у нас значит? Это последнее? Да. Там родиться, что-то такое. Как? Родиться. Родиться, родиться. Здесь вот чум, это прошедшее время родился, но у него не отличается. На самом деле иногда пишет вот так. Да. Но не должно быть так. У него все формы должны быть такие. То есть рождаться. Но иногда все-таки бывает. Иногда вот они пишут без «са», это будет настоящее и будущее. Прошедшее вот так. Не только
когда-то возникает же. Ну, возникает, ну, и обычно это рождаться. 60 Дальше что у нас написано? Дзима что такое? Мать или жена? Нет. Земля? Земля. Земля. Почему земля? На санскрите она переводится, то есть на санскрите она звучит как дари, держащая. Потому что она держит на себе все. Все явления, которые существуют, это... Что? Вмещает в себя все? Держащее все. Потому что все, что существует в нашем мире, в мире людей, стоит на этой земле. Она держит все на себе. Поэтому она дари. Ну, то если на русском писать, это будет дхари. Она держащая. Дзима. Еще земля даря. Дальше, то это что такое? Еда, живот. Живот это. Ну, вряд ли из еды земли, из живота. Ле это будет что у нас? Какой падеж? Действие. Нет, исходный падеж, это не действие, это падежная частица. А рудный? Да почему же орудный-то? Ну вы скажите еще раз громче. Исходные ребята говорили только что. Исходный. Да. Сколько у нас в исходном падеже частиц? Две. Ле и какая? Нет, в данном случае это ле. И дальше смотрите. И лочок это как переводится? Высший ум. Наилучший здесь лучше, наверное, наилучший ум. И здесь смотрите, вот эти вот две части надо опять у нас соединить, как в прошлый раз. Но уже без родительного падежа. То есть до этого у нас шло описание какое-то дерево. Дальше было сказано, что это дерево наивысшее или наилучшее из деревьев. И вот теперь откуда оно появилось? Оно появилось откуда? Это же загадка, вроде как бы. Попробуйте. Из Это утробы наивысшего ума, так сказать, вот этого. из, ну пусть из утробы, из живота земли наилучшего ума. А вообще переводят из сокровищницы, просто что красиво в данном случае, из сокровищницы ума. Слушайте, я не знаю, что и где переводят. То это живот, то это не сокровищница. Понимаете, не надо подменять термины. Есть живот, есть сокровищница. Я понимаю, что было бы красивее, но мы сейчас стремимся не к тому. То есть это живот именно. Да, это в прямом смысле живот, това. То есть для индусов, для тибетцев, индусов это звучало совершенно нормально. Написали, понятно это? Здесь вот опять они применили то же самое. Лочок и дзима. То есть здесь вот ум, это такая фертильная земля, из которой появляется все. В частности, появился этот текст, это сочинение, которое называется «Древо прекрасных высказываний» или «Владыка деревьев прекрасных высказываний». И вот этот владыка, он является чем? Прояснителем, или проясняет смысл нужный, который не сокрыт ненужными листьями. Это понятно? Ну, уж очень заморочено. Вот это поэзия. Это здесь он еще не применил то, что называется мюндё. Это такие поэтические синонимы или поэтические выражения. Но вот, хотя нет, вот здесь применил. Вот здесь вместо земли он сказал дзима. А таких могло быть в одном стихотворении налеплено 100 штук. То есть здесь он хорошо хоть ум сказал напрямую, ум. Он вместо ума мог применить еще какой-то синоним. Здесь он вместо земли сказал дзима. Здесь он вместо живота мог сказать не просто живот, а мог что-нибудь влепить. И мы бы читали с вами, разбирали бы, что, как, откуда. И у тибетцев, так и в Индии, была такая традиция, когда они писали очень трудные, непонятные стихи, потом кому-нибудь давали и сидели и ждали, улыбаясь, человек поймет или не поймет. И те, кто в самом деле чего-то там вкурил, слава Богу, они понимали, то есть они объясняли, что вот ты сказал то-то, то-то. Потом у них бывает, есть такой поэтический прием в санскритской поэзии, называется ямака, то есть они... В зависимости от того, как ты делишь предложение, у тебя появляются разные слова. Но это все развлечение для очень... И так получается, что у тебя стихотворение имеет двойной смысл. Более того, могло бы читаться все так же, но смысл все равно мог быть двойной. У нас препод как-то написал пьесу, очень коротенькую пьесу. Я по прошествии многих лет
как-то размышляя над ней, я тут понял, что в принципе там мог быть совершенно фривольный смысл. Там есть такая строка «Ювати карапаллава самрачитам пибахенри парач руджа пахара». То есть там говорилось «Ювати карапаллава самрачита». То есть ходит там Дади Кирита, то есть походит девушка, которая продает кислое молоко, и там написано «Ювати», то есть девушка или ювати, ну то есть молодица такая, карра, то есть руками, паллава самрачита, то есть сделанное трением рук молодицы. Я так подумал, у нас препод был веселый мужик, он там, я подозреваю, что он такого там понаписал. И на самом деле это постоянно то, что они, потому что санскритские слова, они многозначны. И там можно, в принципе, беря второе, третье значение каждого слова, ну такого можно напереводить. Вы не поверите. То есть это вот тоже одна из поэтических традиций Индии. И здесь это, в принципе, даже еще не сложно. То есть это довольно легко. Вы просто не слышали, как иностранцы объясняют, как они прочитали Толстого, американцы. Вы Это знаете, действительно юмор в коротких штанишках. знаете, ну, я не знаю, я не общался на эти темы. И давайте допишем у нас последняя строчка. С этим, я надеюсь, все понятно. К следующему занятию вам надо будет каждому написать такое стихотворение. Давайте лучше к следующему занятию это переведем красиво, вот, а потом зачитаем все вот то, что мы сказали. Это будет интересно и полезно. Так, смотрите, я вот хотел вам это сказать. Вторая строка. Там, где у нас «щин» написано, видите? А вы подумайте сами. Частица, конечно. Ну, тут просто тут деревья, тут деревья. Да, это, конечно, «щин», видите, в второй строке там «щин» это частица. Во-первых, смотрите, по смыслу там дереву нечего делать. Во-вторых, после чего она стоит? После «са». «Щин» у нас когда пишется? После «са». Вы уверены? Вот здесь вот «щин», а если было «ще», писалась бы другая. То есть, ну здесь вот от этих надо вещей отталкиваться. То есть, что стоит перед? Если стоит «са», после нее «щин», то есть возможность, что скорее всего, это частица. Во-вторых, здесь она не вмещается никак не вмещается по смыслу. То есть можно, конечно, совершенно загнуть за спину руки правде и вставить ее как-то по смыслу, но это будет ерунда. Это то, чем на Западе очень раньше много занимались. То есть, не понимая текста, пытались извернуть ему руки так, чтобы как-то получился какой-то смысл. Да, но здесь это не дерево. Поэтический перевод это не задача нашего с вами курса. То есть мы не будем здесь это одним предложением по-русски сказать, чтобы он был грамотным. Поэзия тут ни при чем. Нет, не надо говорить одним предложением, надо разбить на составляющие предложения. Это то, к чему не надо стремиться в тибетском языке. Не надо переводить одно тибетское предложение одним русским предложением, потому что это часто невозможно. Более того, даже если это возможно, это совершенно непонятно и некрасиво. Хорошо, попросите кого-нибудь повторить полностью вот это вот смысл по-русски. Попросите, кого-нибудь? Кто-нибудь может полностью пересказать? Я могу пересказать. Я не могу, что я несчастный или ленивый грешник. Я могу пересказать. Нет, вас не касается. Пожалуйста, Что все я могу остальные. Шубам, как это переводится? Ну, наверное, этого никто из вас не знает, это санскрит. Да, я не нашла этого. Да, потому что шубам, это санскрит, это значит хорошо, великолепно, благостно. Люба, сказал Янджен Джубиторджа. Здесь дальше вот этот глагол, что значит? Это какой? Возрастать, увеличиваться. И здесь надо разделить вот эти два слова. Гей это что такое? Тут добродетель. Точно? Благо. Добродетель. Олег это прекрасное, благо, хорошее, благое. Гелек это благо и добродетель. Пель. Здесь стоит какая-нибудь частица? Нет. Но это пожелание. Она подразумевается здесь. Гелек пель. Пусть
Возрастет добродетель. увеличится или возрастет добродетель и благо. Шубам. То же самое по большому счету. То есть, в смысле, что это значит? Ты уже уезжаешь, да? Ну ладно, тогда увидимся. Здесь что это значит? То есть в конце текста очень часто писали такие слова, всегда практически пишут «гелек-хель», «гевар-гюрчикс» и так далее. То есть очень часто пишут это такое пожелание. Пусть сочинением, то есть силой этого сочинения, силой того, что люди изучают это сочинение и получают это знание, пусть благо и добродетель увеличится. Дима, продиктуй, пожалуйста, полностью стихотворение на русском. Я же предупреждала вас. Ну, вообще, на самом деле, это то, к чему мы стремимся. То есть, необходимо стараться для себя как-то в уме связать все воединое целое. То есть, вот эта заключительная часть, она, в принципе, проста. Давайте попробуем разобрать. То есть, начнем, ну, я вижу, что, не вижу в этом необходимости, но я вижу, что кому-то хочется, давайте сделаем. Давайте начнем с 3 последних строчек. Даже, наверное, с 4 последних строчек. 4-ю, ну, я надеюсь, у кого-то есть текст, у кого нет, кто-то разобрался. Сердже лекше Джомбади написано? Нашли? Это древо. Джомбади, это понятно, да? Это древо. Какое? Лекше. Это древо прекрасных высказываний или прекрасных объяснений. Сердже куда встанем? Проясняющее древо. Это проясняющее древо прекрасных высказываний. Джомбакунги Вампоте является или есть что? Владыка всех деревьев. Точка. Но значит, эта точка здесь не поставится. Почему? Потому что здесь надо объяснить, что она проясняет. Но мы начнем отсюда, чтобы было понятно, что у нас происходит. То есть вот до этого момента понятно? Потому что, ну, сейчас я дойду до последних 2 строчек, и потом мы вернемся вверх. То есть это проясняющее древо прекрасных высказываний есть наивысшее, то есть есть владыка всех деревьев. И оно, это дерево, что? Янджен трупе дорджеи лочук дзиме толечун. И оно появилось из чего? Из живота. Оно появилось из утробы земли, что есть высший ум Янджен трупе дорджеи. Или давайте будем писать подобное. Так нельзя писать, потому что это уже другой прием будет, потому что там будет уподобление уже. Ну, давайте сделаем так, давайте упростим, хотя это неприемлемо. Ну, чтобы было понятнее. То есть, которое появилось из ума подобного земле. Держательницы всего, можете в скобках написать себе. Из ума кого? Яндин Джубе, друзья, можете написать автор, чтобы было проще. Упростим сейчас все до безобразия. Ну, что-то я уже совсем потеряла смысл, честно Я говоря. не могу вам помочь. Я не могу вам помочь. Я объясняю проще некуда, но я же не могу объяснять на 2 пальцах. Это необъяснимо на 2 пальцах. Да, что был-то нормально. То есть, кому непонятно, ну, я уже, это вне моих способностей. Сори, как говорится, уже я не могу ничего сделать проще уже. Дерево, оно какое у нас было? Проясняющее. Вот поехали, проясняющее что? Сейчас мы разбираемся, проясняющее что? Оно проясняющее что? Дживучок, наивысший плод. Наивысший плод. И он какой у нас? Ругя чудный гюрсове. Наивысший плод, который какой? Совершенно, который ругя чудный гюрсове. Совершенно созревший и обладающий чем? Сущностью 100 вкусов. Он же плод какой у нас? Наивысший плод необходимого смысла. Который что? Не сокрыт чем? Движущийся, мы будем переводить немножко неправильно, потому что вам должно быть понятно.
который что? Не сокрыт движущейся массой. Чего? Листьев ненужного смысла, ненужных слов. Понятно это? Да. А вот теперь давайте переведем это одним безумно длинным, совершенно некрасивым предложением. Появившийся из державы. Я просто прочту, кто хочет, запишите, кто хочет, не пишите, я буду диктовать быстро, ждать не буду. Появившийся из утробы появившийся из утробы земли наивысшего ума Янджен Джубет Дордже, владыка всех деревьев, это дерево прекрасных высказываний, проясняющее наивысшие совершенно спелые плоды, обладающие сущностью 100 вкусов, которые есть смысл, есть совершенно необходимый смысл, не сокрытый движущейся массой листьев ненужных слов. Вот, это вот мы с конца до начала прочли. Если вам это непонятно, я откланяюсь, я не могу объяснить проще. Это вот то, как здесь написано. Если хотите одним предложением, вот оно безумное, некрасивое, совершенно никому не нужное предложение. Здесь надо просто делить так. Если переводить это так для детей, чтобы было нормально, надо всегда членить непонятные тибетские предложения на более короткие и ясные. Слова здесь подобны, ненужные слова здесь, ненужные слова подобны здесь листьям. Движение листьев, или несокрытый, смысл здесь подобен наивысшему плоду, плоду, несокрытому движением массы этих листьев. Дальше вот это древо, проясняющее этот смысл, который подобен совершенно спелому и обладающему сущностью или сутью 100 вкусов, это наилучшее из деревьев, которое появилось, и дальше здесь просто, которое проявилось и родилось из ума Янджен Джубет Дордже, который похож к плодородной земле. Вот где-то так надо переводить. То есть здесь необходимо делить на какие-то составные, иначе трудно переводится все. Потому что, например, в Тибете были разные авторы. И вот тибетские авторы обычно их делят как бы на два вида. Можно и больше, конечно, но в основном. Это те, кто пишет очень ясно и доходчиво, и те, кто пишет очень академично, но очень сложно и совершенно зубодробительно. Например, Хиджу-Дже он писал неимоверно длинные, непонятные предложения сложно подчиненного типа. То есть читаешь этот лист и одно предложение на лист. И у вас там постоянно попадаются сказуемые, после которых стоит какая-то частица либо Т, либо Щин, либо еще что-то. И все это перевести одним предложением, это будет безумие совершенно, которое никто не прочтет. Надо делить на части. Надо всегда делить на части, потому что иначе получается так никто не говорит, никто не пишет. Есть другие авторы. Например, есть так называемый Аку Шираб Гяцов. То есть это вот был ученый из Амдо, у него очень много комментариев по тантре, у него очень ясный слог. То есть он очень хорошо пишет, он пишет очень ясно, доходчиво, понятно. Его легко переводить. И бывают и такие авторы, бывают такие. Бывают стихи, которые, например, как у Гунтана Бучи, был такой Темпен Джуме. Был такой Гунтана Бучи, он писал очень много поэзии, отличный поэт был. У него стихи, которые читаешь, и они на второй раз ты уже их помнишь. Ты не заучиваешь, просто они как-то застревают в твоем уме. Бывают стихи, которые невозможно ни читать, ни заучивать, ни затем рассказывать. Это просто. Вот Абидарма-Коша это один из таких примеров. Абидарма-Коша это текст, который насыщен информацией, за каждым слогом, который сокрыт какой-то смысл, очень часто он сжат, это заучивать невозможно, это потом рассказывать невозможно, это потом необходимо читать с комментарием, потому что смысл совершенно не ясен, потому что он просто дает два слога, под этими двумя слогами что-то скрыто, то есть надо читать комментарии, надо понимать, что там написано. Бывают такие вот сочинения, это потому что это матрика на самом деле. То есть на самом деле это список. Это просто список, который был приведен в какую-то поэтическую форму. Это список. И от него ожидать чего-то большего невозможно. Поэтического перевода от него ожидать вообще, я думаю, невозможно. Это просто перечисление. Оно не может быть на русском красивым. Я думал над этим. То есть мы об этом уже говорили, это обсуждалось 100 лет назад. И мы говорили об этом, я говорил о том, что
это не новое веяние, довольно старое веяние, что стихи тибетские и санскрит, на санскрите они должны переводиться в более-менее вменяемой поэзии на русский язык. Но просто это не всегда легко. Вот, например, есть небезызвестный перевод 37 практик Бодхисаттвы, сделанный Сашей Ириняни. Отличный перевод. Но он получился длинный. То есть у него на каждую тибетскую строку идет 2 русские строки. Это немножко сложно. То есть он получается длинный. Потому что трудно перевести с тибетского красиво. Это зато доходчиво. Да, Он разжевал все, что можно. Я понимаю, но на самом деле это чуть-чуть получается, что стих получается гораздо длиннее, чем тибетский. Для практики. Да, там понятно. С другой стороны, если переводить, как написано в тибетском тексте, то смысла вообще не будет. Это будет набор непонятных слов. Как дров врубили. Да, то есть, это сложно. Это сложно. С другой стороны, необходимо понимать, что существуют разные комментарии текстов. Соответственно, если мы переводим, опираясь на какой-то один комментарий, то затем наш коренной текст, он не встанет под другой комментарий. Это значит, что нам придется под другой комментарий делать новый перевод коренного текста. Это неприемлемо. Текст должен быть аморфным, то есть он должен поддаваться и такой интерпретации, и другой интерпретации. Поэтому нельзя пороть от себя чем. Нельзя делать из живота хранилище или сокровищница. Я вас прошу. Воздержитесь от этого. То есть, потому что очень часто получается так, что один и тот же текст, комментарии совершенно противоположные. И текст терпит. Текст терпит это измывательство над собой. Он выносит это издевательство. И мы должны стараться, потому что иначе у нас получится 62 перевода одного и того же текста, и это не выживет такая традиция. Красота тибетских переводов в том и заключается, что один текст, будучи переведен на тибетский язык, вытерпел все. Он вытерпел гелупинскую трактовку, интерпретацию, кагюпинскую, нимапинскую, все. Единственное, конечно, Калачак Ратантр не выдержал, бедняжка. Потому что их несколько редакций. Потому что все хотят выгнать руки правды. Бутур Римпоче заказал новую редакцию этого текста в соответствии с его пониманием. Потому что он был недоволен тем, как эта тантра была переведена прежде. Так случается. Но в остальном, если вы посмотрите, Прамана, Вартика, Абидарма, то есть, если вы возьмете любого ученого, то есть возьмете любого тибетского монаха, который изучал эти тексты, текст практически всегда одинаковый. Есть какие-то минимальные разночтения, но практически всегда он один и тот же. То есть, что Абисамая Ламкара, что Прамана Вартика, что Мадьяма Каватара, все эти тексты, что Виная Сутра, то есть они звучат одинаково. И слава Богу, это то, до чего дошли тибетцы. Они шли к этому многие сотни лет, но они сделали себе канон, который, в принципе, он все время разный. То есть огромные разночтения случаются в разных канонах, то есть в Дергесском, например, или Нартанговском, или Лхасском, или еще каком-то. Но более-менее они сходятся. То есть они пришли хоть к какому-то более-менее одинаковому канону, хотя там есть очень много все равно разночтений. Понятно, когда мы про тибетский канон говорим, а что вы будете делать с массой никматинских текстов московских, где они прекрасно уже переводили все это как хранилище и все это. Эти тексты будут... Я ни разу не видел, чтобы Това переводили как хранилище. У меня дома лежат где-то... Серьезно, я ни разу не встречался, но... Они просто под одну гребенку гребут... Как мы уже писали прежде, матонтер мебапинц. Для практики делать... Если ты не видел, это еще не значит, что этого нет. Сколько у нас осталось времени? У нас осталось 9 минут. 10 минут, я думаю, что не будем дожимать. Поздравляю вас, вот вас 9 человек, которые дожили, которые увидели конец этого текста, этой песни. Вы знаете что? Мы прошли только по коренному тексту, мы могли с вами идти по переводу. Я думаю, мы бы просто вязли. На следующее занятие, если кто-то из вас придет, мы начнем заниматься текстовым переводом. Я надеюсь, что те знания, которые вы получили, вам пригодятся, потому что если мы будем переводить что-то, вам необходимо помнить, что мы там переводили, что мы с вами читали. То есть все эти частицы. Но я смотрю так, более-менее вы помните, то есть где какая частица, какого падежа. Сейчас вам необходимо будет работать над лексикой, надо запоминать. Если вы не будете ее сейчас запоминать, бесполезно. Все, чем мы будем заниматься, это бесполезно. Потому что грамматику мы сейчас закончили. То есть вот мы предположительно прошли с вами грамматику тибетского языка. Дальше мы будем заниматься и кое-что почитывать из других грамматик. То есть мы почитаем где-то у нас причастие, деепричастие, немножко почитаем по синтаксису, что-нибудь разберем.
Что-нибудь разберем, я надеюсь, что-то из этого выйдет. Хорошее или плохое. Тетрадки не выбрасывайте, храните в корзинце ока. Ну, представляю. Ну что же, давайте сделаем посвящение заслуг. На самом деле, теоретически мы с вами сейчас переходим к самому интересному. Мы сейчас с вами слепили по-быстрому костыль, на который мы теоретически будем опираться. И дальше мы пойдем вот то, собственно, зачем мы собираемся с вами здесь, мы переходим к этому. Мы сейчас будем стараться переводить какие-то тексты. Я помню, на первое занятие у нас приходил человек по сколько? По 30, по 40, наверное. У нас состав поменялся, не представляете. Практически из тех, кто ходил на первые занятия, у нас осталось 3, да? Было ли, да? 4. Вот. Я вообще не ходила на первое ваше. Вы не ходила, Ребят? Я решила, что занятия 10 было. Ну, как бы там ни было, я надеюсь, что если вы что-то пропустили, пожалуйста, досмотрите. У нас 27 видео, это не так много. Я знаю, что люди смотрят сериалов Когда не смотрят сериалы, там за неделю гораздо больше, там в думать разы. надо, поймите, можно бездумно смотреть сериалы. А здесь думать надо. Там когда заворчать куда. Я хочу с этого дома смотреть. Это не ко мне вопрос, это уже к Александру вопрос. Можно попросить куда-то их выложить, вот эти видео? Как они на Ютубе. Да, На каком-нибудь конечно. обмене, на каком-нибудь обмене, потому что... на сегодня- Ну, вообще не Правильно качается. отменить. Да. Качается с YouTube, отлично. Надо просто установить А приложение. там не очень как-то по качеству всегда хорошо. Нет, там выбирается, кажется, всегда, да. Ну, лучше все-таки Александр, если я не знаю, если Александр А, сможет. то есть, ну я поняла, что... Ну, сейчас. Ну, лучше, если вы как-то встретитесь, обменяетесь, я не знаю, носителем, потому что это быстрее будет с носителя на носитель, чем качать где-то из интернета, закачивать, выкачивать. Есть, чтобы Ну, заниматься. Ну, смотрите сами. Там иногда смотришь, просто не всегда Да. даже У меня не всегда есть темп, если Я ко вторнику, я боюсь и не успею, может быть, выложить текст. Ну, ничего, если что, я буду писать на доске, а вы будете со мной читать. Ну, DVD. Но в следующие разы я буду выкладывать тексты, будете готовиться, будем читать. Нам надо тихонечко переходить к Я чему-то, вот давно не пользуюсь. к чему-то полезному. Ну, какие-нибудь. Они так бесполезно тратят время. Вообще вот наше посвящение заслуг прям описывает наше состояние с вами. Я прислал его, оно на странице ВКонтакте лежит полгода. Она не соответствует тому, что вы читаете. Да ну не может быть. Не соответствует. Если Там же Кстати, я посмотрел. Посмотрите, Посмотрел. растишь, буквально, да. Если бы я могу понять. Я Вы посмотрел. пытаетесь угадать, что вы читаете, и поэтому Вот оно пошло, Джампе Пава здесь вот первые 2 не считаются, а вот остальные читаются. Товарищи, Джампел Пава — это окончание 6-разовой гуру-йоги. Ну, мы, конечно, здесь в другом порядке читаем. да, вот порядок такой, поэтому... Хорошо, я выложу. Проблема в этом. Таки выложу. Все. То есть проблема чисто в этом. Все, поздравляю вас. Аллилуйя, мы закончили. А можно больше в праздники типа Саши Стабилуша не назначать тибетский язык? Дело в том,